Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. У одного кабардинского князя выросла дочь невиданной красоты. Она была на выданье, и ее отец подыскивал достойного джигита для своей дочери. Будучи дочерью высокочтимого в Кабарде князя, сестрой целой дюжины братьев, наделенная от природы редчайшей красотой, она была очень гордой, как говорится, знала себе цену. Никто не был мил ее сердцу, и по этой причине княжичи боялись засылать сватов к ее отцу. Отец ждал, когда отыщется среди молодых князей тот, который будет мил сердцу его любимой дочери, и был готов породниться с ним, чтобы осчастливить свою единственную дочь-красавицу. Для этого он решил пригласить молодых князей Кабарды на молодежный праздник, где будут проходить скачки на лошадях и другие соревнования. Авось кто-то из них понравится дочери. Весть об этом докатилась и до соседней Ингушетии. Однако у нас никогда никаких князей не было, поэтому мало кто обратил внимание на такое приглашение. Многие скептически говорили, что нам нет до молодежного праздника дела, но Уцейга Малсак решил во что бы то ни стало принять в нем участие. О своем решении он поведал матери. Нани, кабардинский князь, на днях устраивает молодежный праздник в честь своей дочери, приглашает княжеских сыновей всех народов Кавказа. Хочу принять участие в этом празднике как представитель ингушского народа. Как считаешь, ехать мне или нет? Счастливой дороги тебе, мой мальчик. Он-то приглашал княжеских сыновей, но мы-то не князья, у нас, у ингушей, никогда их не было. Тебя могут не допустить, когда узнают о том, что не князь. У тебя могут возникнуть трудности по соблюдению княжеского этикета. Если ошибешься, тогда позор ляжет не на тебя и наш дом, а на весь народ ингушский. Лучше лишиться всего, чем допустить ошибку, порочащую свой народ. Лучше бы нам спокойно жить без этого, но если ты решил, сынок, счастливой тебе дороги. Нани, у нашего народа есть пословица: пусть не родится недостойный сын, а если родится, пусть не доживет до вечера. Я еду туда не ради личной славы или выгоды, хочу добиться славы своему народу. Мы хоть и не князья по званию, но по достоинству каждый из нас равен князю. Я заслужу славу для своего народа. Не допущу, чтобы этот слет прошел без представителей моего народа. Мне не присуще яканье, но докажу, что я не хуже любых других. Патриотические чувства сына были по душе матери, и она начала собирать его в дорогу. Кормила и готовила его скакуна, уложила ему на дорогу все необходимое. Провожая его, пожелала удачи и возвращения со славой победителя всех состязаний. Когда Малсак после длинного пути добрался до Кабарды, места предстоящих торжеств, увидел, что народу собралось видимо-невидимо. В душе зародилось сомнение, могут и не обратить внимания. Но княжеские люди достойно встретили его, поинтересовались, откуда он и кто, и тревоги его прошли. Потому, как радушно встречали его хозяева и какой ему оказали почет, ему казалось, что они князья, никак не могли обойтись без него. Конь его был облачен в такую красивую сбрую, да и сам ездок был такой привлекательной внешности, что вся многотысячная толпа не могла оторвать глаз от него. Он стал центром внимания всех. После приветственной речи коня отвели к коновязи, а Малсага по кавказскому этикету старались посадить на самое почетное место. Он, как знаток обычаев кавказцев, сел только на то место, которое соответствовало его возрасту и положению гостя. Своим поведением он показал себя как человек высокой чести, нравственного совершенства и морали. За каждым его словом, за каждым движением, за всем его поведением зорко следила княжеская дочь, которой он понравился больше всех других с первого же взгляда. Гостей усадили за праздничный стол, подали разные кушанья. Малсак заботился о старших, подкладывая им лучшие куски. Сам же начал есть тогда, когда все его окружающие дружно и увлеченно принялись за еду. Малсак придерживался приличия и нормы. Уцейга умело поддерживал беседу, выдерживал полную грацию поведения за таким столом для почтенных гостей. Княжеская дочь внимательно следила, как едят, какой манере поведения придерживаются гости. Наконец, ее взор задержался на Уцейге Малсаге, он был на высшей ступени совершенства. Не остались без внимания гостей и княжеской дочери слова благодарности за угощение, сказанные так душевно и тепло Уцейга Малсагом в адрес хозяев.
После всего этого Малсак в вежливой форме попросил разрешения встать из-за стола у тамады, подошел к столу, где сидели кабардинские старейшины, сказал им все, что требовалось в таких случаях по общекавказскому этикету, пожелал им долгой жизни, дабы своей мудростью и наставлениями они учили жизни молодых. «Дай Бог», — сказал он в заключение, — «чтобы на радость и счастье нам, молодым, вы всегда были рядом с нами и учили нас жизни, передавая нам свой богатый опыт». Затем он подошел к играющим детям и одарил их деньгами, ласкал их. Его культурой поведения, обходительностью со всеми, его привлекательной внешностью и красотою восхищались все без исключения. Когда в честь гостя из Ингушетии сыграли ингушскую мелодию, он пустился в танец плавно, будто его несла по земле какая-то волшебная сила, а он со своей гордой и красивой фигурой, будто плыл по пространству, ведомый этой загадочной силой. Он парил в танце, чаруя всех. Перед скачками на лошадях Малсак горцевал на своем скакуне под ингушскую мелодию, преодолевая препятствия, на полном скаку выполняя сложные трюки. Он это делал настолько грациозно и красиво, что княжеская дочь воскликнула: «Во всем ты взял верх, славный джигит из Ингушетии». При этих словах она подняла вверх правой рукой золотой кубок с питьем. Последним испытанием для гостей был сам ночлег. Они должны были состязаться в культуре поведения во время пребывания в гостях в ночное время, как они ложатся спать, как ведут себя во время сна, как встают, как обращаются с постелью, как умываются и так далее. Уцейга Малсак ложился последним. Сняв сапоги, бешмет, шапку, не снимая пояса, поставив локоть правой руки на подушку, подпер голову рукою и в таком положении спал. Ночью была сыграна ложная тревога. Малсак выскочил из дома и поймал нарушителя. Гости даже не проснулись. После тревоги он снова лег в постель в той же позе. Глубокой ночью княжеская дочь тайно обходила гостей и смотрела, кто как спит. В ту же ночь она сказала матери, что выйдет замуж только за Уцейга Малсага, если так даст Бог. На рассвете, еще до того, как все встали, он умылся, побрился и оделся, будто он и не спал, и не раздевался. Когда все гости встали, умылись, позавтракали, им было устроено веселье танцы. После танцев княжеская дочь должна была преподнести бокал своему избраннику. Искрометнее вчерашнего станцевал Уцейга Малсак. Все были поражены грацией, тактом, манерой его танца. Кончились танцы, и княжеская дочь-красавица преподнесла ему золотой кубок и рог как почетный бокал своему избраннику. Уцейга Малсак в ответной речи сказал: «Дороже всего богатства на свете я ценю бокал почета, поданный мне княжеской дочерью, тем более, что меня она избрала из всех достойных сынов Кавказа, которые здесь присутствуют, хотя я мало чем заслужил ее выбор. Разрешите мне этот золотой кубок преподнести старейшинам Кабарды, а рог — тамаде присутствующих здесь гостей. От себя я дарю княжеской дочери золотое ожерелье. Я всех вас благодарю, а особенно княжескую дочь за почет, оказанный мне как представителю ингушского народа». Все гости начали его поздравлять, и он понял, что княжеская дочь достанется ему в жены. Уцейга Малсак попросил слова и начал говорить. «Не будем спешить, у нашего народа есть пословица: слишком быстрая речка не доходит до моря. Сегодня в гостях у князя находятся сыновья богатых и состоятельных князей, я же сын рядовой горской семьи и не могу вергать княжескую дочь в тяжелую жизнь сельского жителя. Если судить по тому, как она желанна и любима моей душе, то я бы не променял ее ни на какие блага земли. Желаю вашей дочери большого семейного счастья и благополучия. Спасибо вам за все». В ответ на это старый кабардинский князь сказал: «Если в вашем народе все простые люди такие же, как ты, да у вас все князья. Дай Бог, чтобы таких джигитов, как ты, было побольше в каждой ингушской семье.